Масштабный проект строительства газотранспортной системы «Сила Сибири» начинает претворяться в жизнь. Напомним, что договор о поставке газа в Китай с Чаиндинского месторождения Якутии и Кавыктинского месторождения в Иркутской области подписан Владимиром Путиным в мае этого года. Во время подписания документа присутствовал и руководитель Якутии Егор Борисов. Накануне в город Ленск прибыло первое судно с трубами для газопровода. С подробностями наша коллега Олеся Васева. Как бы сказали на центральных каналах, эти кадры облетят весь мир и войдут в историю. Вот оно, начало масштабной стройки. «Сила Сибири» перестает быть просто проектом на бумаге. Кадры эти, конечно, мир не облетят, но то, что это начало нового витка промышленного развития Ленского района, имеющее значение и для республики, и для страны в целом, очевидно. Первое судно доставило в Ленск 260 единиц трубы для строительства будущего газопровода. Перевозку ее по речной артерии республики осуществляет Верхнеленское речное пароходство. А здесь, на земле, ее встречают уже местные подрядчики Восточная транспортная компания «Лена». Согласно договору, до конца навигации этого года ВТК должна будет переработать 42 тысячи тонн. Сейчас у нас первый этап, значит, так, пришла первый состав у нас, значит, 260 труб, значит, на составе. Значит, так. Вот. А потом уже где-то числа с 12-15 августа уже должна поступать, уже пойдет уже каждый день по составу эта труба. Работа на причале организована четко. Два плавкрана разгружают трубу с судна, каждая длиной 12 метров и весит 9 тонн. Негабаритным грузом специалисты ее не считают, но на автомобиль все же помещается только одна. Каждая требует очень бережного отношения. И неудивительно, что на любом этапе доставки труба тщательно обследуется на наличие повреждений. С причала труба доставляется на производственную базу ВТК. Здесь тоже все готово к приему груза. Ровными штабелями она постепенно занимает территорию. Дефектная в одной стороне, исправная в другой. Но под запланированный на эту навигацию объем грузов места конкретно здесь не хватит. И компания уже отработала со своими партнерами по вопросу изыскания дополнительных мест размещения трубы. Работы на следующий год останется всем. Вот. И работать, естественно, будут все структуры, значит, здесь и портовые, значит, и флот весь будет, потому что объемы будут большие. Вот. Ну, естественно, мы тоже к этому готовимся. Все только начинается, но о перспективах Ленска в связи с реализацией новой газовой программы не говорит только ленивый. А может быть, действительно мечты сбываются, и наш небольшой город станет настоящей газовой столицей республики.